Болезненный удар по авиации. Каковы потери? Эксперты называют одну цифру, Генштаб – другую. Утечка из Белого дома. Трамп готовит новую спецоперацию. Американская пресса узнала, что и кто будет целью. Казахстан готов к войне. Страна запускает ответные меры, которые больно ударят по соседу. Санкции на пользу. Вот только кому? Кому достанутся российские активы в десятки миллиардов долларов? Загадочная метаморфоза из вездесущего диктатора в человека-невидимку. Тиран от кого-то прячется или тяжело болен? Урал теперь в Китае, и это не шутка. Досмотрите, расскажем. Об этих и других событиях к вечеру четверга, 29 января. Ключевые события дня без лишних слов. Это Нехта. Оперативно о главном в Украине, России, Беларуси и мире. Демилитаризация идет по плану, но это вовсе не московский план. Россия потеряла сразу 2 самолета. Возле того самого острова Змеиный был сбит истребитель-бомбардировщик Су-34, по другим данным Су-30. Почти одновременно появилась информация о потере еще одного самолета ВС РФ на другом направлении, над Курской областью. Об этом сообщили глава Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко и руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрущенко. Мониторинговые каналы также сообщали о взлете Су-34 с аэродрома Майкоп незадолго до удара у Змеиного. Генштаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке подтвердил уничтожение одного вражеского борта, не уточняя его тип и место удара. Дональд Трамп готовит новый удар. По данным CNN, в Белом доме рассматривают авиаудары по иранскому руководству, силовым структурам, госучреждениям и ядерным объектам. Повод – провал переговоров о ядерной программе и баллистических ракетах. Окончательного решения пока нет, но США уже перебросили на Ближний Восток ударную авианосную группу. В окружении Трампа не скрывают цели – нанести мощный удар и силой заставить Тегеран принять американские условия. Этот режим, вероятно, слабее, чем когда-либо, экономика находится в коллапсе. А причина этого краха в том, что они тратят все свои деньги и ресурсы на производство оружия и спонсирование террористических групп по всему миру, вместо того, чтобы реинвестировать их обратно в свое общество. Вашингтон требует отказа от обогащения урана, ограничения ракетной программы и прекращения поддержки прокси-групп в регионе. Иран согласен обсуждать только ядерный вопрос и категорически отказывается сокращать дальность ракет. В ответ Тегеран говорит о третьей стадии конфликта с США и Израилем. Первыми 2 представители режима называют 12-дневную войну в июне и кровавое подавление недавних протестов. В Тегеране обещают немедленный и жесткий ответ на любую атаку. Агрессоры нанесли новый смертельный удар по Украине. В Вольнянске, Запорожской области в результате налета дронов погибли 3 человека. Шахедами разрушены дома, вспыхнули пожары. Российские беспилотники ударили и по Одессе. Поврежден объект инфраструктуры, вспыхнул пожар на промышленном объекте. Повреждены складские и производственные здания, а также грузовые автомобили. Информация о пострадавших уточняется. Путин был прав, санкции идут на пользу, но есть небольшой нюанс. Американские санкции приносят пользу Америке. «Лукойл», вторая по объемам добычи нефти компания России, договорилась с американским фондом Carlyle о продаже своих активов за рубежом. Речь идет почти обо всем международном бизнесе «Лукойла», кроме проектов в Казахстане. Компания подтвердила сделку в четверг, уточнив, что она требует согласования с регулятором США. Осенью «Лукойл» попал под санкции Вашингтона. На кону активы примерно на 22 миллиарда долларов, 3 нефтеперерабатывающих завода в Европе, доли в месторождениях в Ираке, Мексике, Египте, Нигерии и других странах, а также сотни автозаправок по всему миру, включая США. Фактически крупнейшей частной российской нефтяной компании приходится распродавать глобальный бизнес, который строился десятилетиями. Похоже, Путин опять всех переиграл. Согласны?
появился и снова пропал. Десятилетиями этот диктатор был как вездесущий Фигаро, а теперь стал превращаться в другого персонажа – человека-невидимку. 71-летний Александр Лукашенко на прошлой неделе появлялся на публике только 3 раза, причем не присутствовал лично на мероприятии, которое в течение предыдущих 30 лет не пропускал никогда внезапную проверку в армии. Вместо него перед СМИ красовался секретарь Совбеза Александр Вольфович. Вы как экономист давайте нам, чтобы журналисты тоже слышали цифру. На этой неделе самопровозглашенный руководитель страны появился всего на 2 дня для проведения ряда совещаний, но потом произошло опять нечто из ряда вон выходящее. Госпропаганда отчиталась о том, что диктатор принял с докладами Вольфовича и вице-премьера Каранкевича. Но есть нюанс. Как замечает издание «Солидарность», оба отчитались о встречах с Лукашенко, но не в холле так называемого Дворца независимости, а находясь у себя в кабинетах. К тому же не появилось никаких протокольных видео или фото докладчиков со своим начальником. Похоже, диктатор уже физически не тянет работать больше 3 дней в неделю, а зрителей пытаются обмануть использованием архивного видео. Ну, сегодня архив, а завтра балет по всем каналам. Авиакатастрофа с политическим контекстом. В Колумбии разбился пассажирский самолет Beechcraft 1900. Погибли все 15 человек, находившихся на борту, 13 пассажиров и 2 члена экипажа. Самолет вылетел из города Кукута у границы с Венесуэлой и направился в Аканью. Связь с ним пропала всего через 11 минут после взлета. Среди погибших депутат Диогенес Кинтера и его команда, а также Карлос Сальседо, кандидат в Конгресс на мартовских выборах. Поиски осложняла местность. Район крушения горный и труднодоступный. К операции привлекли авиацию и военных. Катастрофа произошла за несколько недель до выборов. Сказка. Урал теперь в Китае. Речь, правда, не о горном хребте, а о легенде советского автопрома. Мотоцикл «Урал» больше не делают в России. Ирбитский мотоциклетный завод переносит производство в КНР. Причина – затяжной кризис после начала полномасштабной войны против Украины. Санкции отрезали завод от ключевых комплектующих, логистика подорожала в разы, а главные рынки США и Европа фактически закрылись. Попытка спастись через Казахстан не сработала. В прошлом году США ввели 25% пошлины, и экспорт Уралов стал убыточным. Теперь ставка сделана на Китай. И МЗ заключил соглашение с компанией Yingang и представил модель Урал Neo 500, полностью разработанную и произведенную в КНР. Мотоцикл сохранил коляску, но радикально изменился внешне и технически. Старт продаж лето 2026 года. Цена около $15 тысяч против 20 тысяч у прежних моделей. При этом ирбитский цех уже в прошлом году сократился до производства запчастей. Сборка в России фактически умерла. Еще в 2016-м завод гордился тем, что сопротивляется китаизации. Спустя 10 лет выбора не осталось. Новые приключения теневого танкера. Появились новости о судне «София», которое было задержано 7 января береговой охраной и военными США во время перевозки венесуэльской нефти. Захват произошел спустя несколько дней после поимки Николаса Мадуро. Тогда администрация Дональда Трампа заявляла, что «София» – безгосударственный санкционный танкер теневого флота. Теперь, как сообщает Reuters, со ссылкой на 2 американских чиновников, его возвращают к Каракасу без комментариев и пояснений. С конца 2025 года американские силы захватили как минимум 7 танкеров, связанных с Венесуэлой, в рамках кампании давления на нефтяной экспорт страны. Почему именно этот борт решили отпустить — вопрос, на который пока никто не отвечает. Казахстан готов к войне. Войне торговой. Астана собирается резко ударить по российскому автопрому в ответ на действия Москвы. Власти Казахстана предлагают увеличить утилизационный сбор на автомобили из России и Беларуси в 40 раз. Проект приказа уже вынесли на обсуждение. Формальный повод – выравнивание условий в рамках ЕАЭС. Реальная причина – Россия начала доначислять казахстанским машинам утилизбор, считая их реэкспортом. В итоге владельцам Шкода, Kia и Hyundai
Hyundai, ввезенных из Казахстана, выставляли доплаты по 1–1,5 миллиона рублей при цене авто в 3–4 миллиона. Теперь Астана готова ответить зеркально. Если решение примут, ввоз обычной легковушки с мотором 1,2 литра обойдется почти в 4,5 миллиона рублей утильсбора против нынешних 114 тысяч. Удар придется не только по легковым авто, но и по сельхозтехнике. Казахстан прямо защищает собственные сборочные заводы и вытесняет российскую продукцию. Похоже, Евразийский экономический союз, детище Путина, трещит по швам. А ведь еще совсем недавно звенели бокалы с шампанским и звучали красивые тосты. Новая встреча без посредников. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что следующий раунд переговоров между Россией и Украиной, запланированный на 1 февраля, пройдет без участия США. Об этом он сказал на слушаниях в Сенатском комитете по иностранным делам. По его словам, формат будет двусторонним, а американское присутствие, если и появится, то без ключевых фигур прежних консультаций. Думаю, остается один вопрос, который вам всем хорошо известен – территориальный, а именно территориальные претензии на Донецкую область. И я знаю, что ведется активная работа по согласованию точек зрения обеих сторон по этому неразрешимому вопросу. Это все еще мост, который мы не перешли. Предыдущие переговоры в Абу-Даби США называли конструктивными, Киев – содержательными. Владимир Зеленский говорил, что удалось сократить число спорных пунктов мирного плана, но ключевой вопрос остался нетронутым. Теперь стороны попробуют договориться напрямую, без американского посредничества. А в прошлом выпуске мы вам рассказывали, какое смертоносное оружие помогал создавать России Китай и в чем Токаев обвинил Москву. О том, где Кремль предложил устроить встречу Путина и Зеленского и кто не дал Трампу ударить по Ирану раньше. Посмотрите, если не видели. Подписывайтесь, чтобы не пропустить ничего важного. До встречи утром.